вплавь. В плен было взято 13 532 турок и всего несколько десятков горцев. Среди пленных оказались начальник гарнизона крепости Мустафа-паша и его помощник, сын пленного ранее Баталбея, большое число турецких офицеров и чиновников. Один только имам Мансур не желал сдаваться. Рядом с ним осталось несколько мюридов. Укрывшись в пороховом погребе, имам продолжал упорно отстреливаться. Солдаты не решались идти на штурм, поскольку имам держал зажженный факел и угрожал взорвать склад. К нему был выслан парламентер, знающий чеченский язык. Он прокричал, что генерал Гудович лично обещает шейху Мансуру в соответствии с его званием положение почетного пленника и достойное содержание в Петербурге, куда его должны отправить для представления императрице Екатерине II. Генерал обещал также предоставить ему свободу как военнопленному сразу после заключения мирного договора с Турцией. Однако мятежный имам, не веря в эти обещания, продолжал стрелять. Он был захвачен только после того, как обрушилась стена от попадания ядра пушки, и он упал без сознания. Взятие Анапы стало поворотным пунктом в войне. После этой победы вся Кубань оказалась в руках русских, и в декабре 1791 году по Ясскому миру официально стало владением империи. Пленение Мансура лишило энергии его последователей, и выступления горцев против российских властей временно прекратились.